Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу китепканачылар. Бүгүн болсо атайын сиздер үчүн окуу керемет жөнүндө маек болот. Бизден бүгүн биз окуу керемет проектинин USAID тарабынан колдонгон проектте атайын келдик. Сауле Аскаровнага рахмат, убакыт бөлүп бергениңизге. Бизден абдан көп китепканачылардан суроолор келип атат. Личкага жазып, ошо окуу керемет жөнүндө айтып бербейсиңерби, кызыктуу маалыматтар бизде да бар, бирок толугураак айтып берсе жакшы болот деген ушундай запрос келип түштү. Ошол үчүн сизге келип, сиз менен китепканачылар менен тааныштырып дегендей ушундай жаңы форматта блог баштаганбыз. Бул китепканачы блогу деген. Ал болсо бул китепканачылардын мисалы опытын көтөрүү тарабынан, окуусун көтөрүү, мисалы же билбеген нерселерге аларга жооп берүү, жаңы форматта түшүндүрүү иштерин алып барып жатабыз да. Ошол үчүн сизге ыраазычылык, ошо сизге сөз берейин. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Добрый день. Очень рады. Добро пожаловать в наш офис, офис проекта USAID Окуу Керемет. О нас, наверное, очень многие библиотекари знают, на самом деле, да. Я очень надеюсь, что вы о нас знаете, вы о нас слышали. Ну и как мы договорились, да, немножко побольше информации, конечно, с удовольствием расскажем. О проекте вы знаете, что проект уже работает достаточно давно, мы с 2019 года работаем, да, уже 4 жыл болуп атат. Заканчиваем, завершаем работу в 2024 году, то есть у нас еще около 1,5 лет есть работы. И основная, конечно, наша цель проекта Окуу Керемет, основная задача – это повышение, улучшение навыков чтения и математики в начальных классах. А чтобы улучшить навыки чтения в начальных классах, естественно, нужны что? Нужна среда, нужны книги, да, нужны родители, которые поощряют учителей, детей к чтению, да, чтобы дома у детей тоже были книги, чтобы родители сами читали и вместе с ними читали эти книжки. И что еще нужно? Чтобы учителя обучали учеников разным стратегиям. Детей обучали разным стратегиям, как нужно читать книги, что нужно делать, чтобы лучше их понимать. А это что значит? Это надо задавать вопросы, открытые вопросы, вопросы на размышления. Это использовать разные стратегии, в которых можно благодаря которым дети начинают думать о героях, думать, какое могло бы быть продолжение в этой книге, а какая основная мысль, какой можно вывод из этой книги сделать, чему она меня учит. Да? И это касается не только художественной литературы, это касается любого текста на самом деле. Да? Это могут быть информационные тексты, это может быть любая информация публицистическая, нужно всегда критическое мышление, осмысление того, что эта информация правильная или неправильная, могу я ей верить или нет, а что мне вообще хотел сказать автор. И вот это все докладывается в начальных классах. Но в начальных классах, знаете, балдар кичинекей болуп, им, конечно, нужны какие-то изначально какие-то очень привлекательные книжки, привлекательная литература, чтобы они сначала биринчи көрүп туруп, анан сон кетип турбайбы деп, да, обложканы кызыгып кичине, менин атама окшош турбайбы, бизде да ошондой эме бар экен, или какие-то, допустим, книги о технологиях, например, да, или книжки, которые там, вот дети сейчас любят, например, динозавров, да, или вот смотрите, актуальная очень книжка, да, например, Жер титирөө дегенде мне, да, это вот на фоне этих событий, ужасных событий, но наши дети должны знать эти вещи, да. Эмне кылыш керек. Это что вообще? Да. Конечно, да. Почему вообще происходит, да, такие вещи? То есть книга должна быть, прежде всего, литература должна быть разнообразной. Разные темы должны быть, это должны быть разные жанры у книжек, да? То есть наша цель сделать вот этот книжный мир ребенка именно разнообразным, чтобы это не только Кыргызстанда в основном сказки наши любят, да? Жомок дегенде, вот кажется, что детская литература это только жомок. На самом деле сейчас мы знаем, что жанров же очень много, да? Детям уже не интересны сказки, им интересны современные рассказы, им интересны энциклопедии про технику, технологии, им интересны фантастика, да? Фэнтези мы называем, да? Это то есть такие жанры, мы сейчас знаем, да? То есть там несуществующие какие-то фантастические какие-то герои, да, которые спасают мир, да, или еще что-то такое.
комиксы. Им интересны комиксы, вот как новый жанр, да, такой достаточно для них интересный. В начальных классах детям нужна очень хорошая иллюстрация в книжках, да, поэтому вот по стандартам иллюстрация должна занимать, например, более 50% книжки должна занимать иллюстрация. Тогда началке будет тоже интересно. Ушундай ар кандай китептер болсо, балдар деле кичине кызыгы көтөрүлүп, да, им будет интересно, им будет познавательно, и тем самым у них постепенно, незаметно даже для них появится вот эта любовь к чтению. Вот такая вот у нас идея, и мы вот с ней живем и работаем. Подход жакшы экен да, жаңы заманбап подход десек, адашпайт экенбиз. Бул болсо, мен отур, окуу алсаң баштан жейсиң деген эмес. Мына сонун сүрөттөр бар экен. Акырындан бала кызыгып сүрөттү карап окуп, же болбосо сүрөттөн карап түшүнүп, ошонун баарын балага сиңгенде, анан кийин ал бул чоңураак темалар окуп баштайт экен да. Ооба, да. Негизгиси ошол экен да. Анан кийин ушул китептердин китептер каяктан чыккан, ким жазган, ошо абдан ар кандай сиз айткандай жана выставкадан көрдүм сиздин китептериңизде ар кандай түрдүү китептер бар экен. Жомок сыяктуу бар экен, жана сиз айткан технология бар экен. Ошолордун баарын которулганбы, же биз өзү жасалганбы Кыргызстанда? Жакшы суроо берип атасыз. Очень в этом наша особенность, мне кажется, да, что, конечно, часть книг мы начали, сначала мы переводили, адаптация кылгабыз. Адаптация болгондо это не только мы которуш керек, да, но и посмотреть по содержанию, подходит ли это к нашему контексту, да, кичине өзгөрүү киргизип. Вот мы таким образом адаптировали некоторые книги. Это книги из открытых ресурсов, которые по открытой лицензии, Creative Commons лицензия, лицензия есть, то есть мы имеем право их, даже иллюстрации другие сделать или другие корректировки внести. Это был первый наш этап. Потом, в последующем, мы уже через обучение наших авторов, наших местных авторов, у нас сейчас команда где-то около 40-45 местных авторов. Среди них есть и уже известные, авторитетные авторы, и среди них есть молодые авторы, которые только начали писать. И это очень хорошо, это преемственность, это умение учатся они друг у друга, да, и они вместе работают на наших семинарах. Мы проводим для них специальное обучение, мы знакомимся, какой должна быть современная книжка. У нас есть целый ряд критериев, что книги должны нести ценности, общечеловеческие ценности, ценности многообразия, гендерного равенства. Книги должны соответствовать возрасту детей, потому что, например, если мы какую-то очень сложную, большую чоң китепти кичинекей балага берсек, ал түшүнбөй калат, да? Поэтому эти книжки должны соответствовать возрастным особенностям. И у нас поэтому эти книжки мы называем уровневые. Они уровни, для каждого класса есть для 1-4 класса. У нас здесь, смотрите, сколько получается, 9 уровней. Мы можем поэтому подобрать, например, бул бала 3 класста окуп атат, бирок окуусу кичине начарлак экен, может быть, какие его темы интересуют? Ошондой топиктер, оказывается, его интересуют темы, да? Давайте мы ему дадим вот такую книгу. Учитель должен думать, например, вы хорошо читаете уже, вот вы в 1 классе, но уже читаете прям очень быстро, легко читаете, да? Тогда вам можно уже дать книгу уровня 1-3 или уровня уже даже для 2 класса 2-1. Оп-оңойлуу болсо, он быстрее ее прочитает и поймет. Параллелка турбайбы, мисалы китептин ачы колдонсо, баланы көрүп, эмесин көрүп, кызыгын көрүп, ошого керектүү китебин тандап бергенге жеңил болгон системаны киргизген турбайсыңар силер, Ооба, это очень важно для начинающего читателя. Именно башталчы класстарда окуган балдарга ал аябай пайдалуу болот. Мугалимдер деле и именно библиотекари, как вы правильно сказали, они же знают, бала келгенде уже көрүнүп турат, да? Он оказывается, как он быстро, насколько быстро и хорошо он читает, как он быстро понимает текст. Если он только-только биринчи класска келип, только-только начал изучать, например, русский язык, да? Ему, конечно, будет сложно читать большую книгу, он түшүнбөй де калат. Бир оңойлуу, например, уровень 1-1 книжка, да, или соответствующий уровень карап туруп, ошондой китепти таап койсок, да, ему уже легче будет читать. Сүрөттөр, жакшы сүрөттөр экен, текст, видите, чуть-чуть текста.
и ребенку будет легко, он будет... Да, сурово. Сразу есть такая проблема, да? Написать книгу. Есть написать книгу, да, если взрослая аудитория, сама сегментация аудитория, сама выберет нужное им. Да. А для детей это же очень такая грандиозная работа. Вы должны будете пройти экспертизы на гендерные, на всякого рода, чтобы детей там не травмировать, или детей как бы правильно передать информацию от автора к ребенку, да? Там есть целый ряд экспертиз. Целый ряд, да. Да, знаете, вы правы, для детей писать очень трудно. Вот нам кажется, ой, кипкичинки гите болсу, сядем и быстро напишем, да, сейчас вот за 5 минут. Ничего подобного. Оказывается, для детей даже труднее, сложнее писать действительно, чем для взрослых. Во-первых, мы разработали совместно и с Министерством культуры, с Министерством образования целый ряд критериев, да? Какой книга должна быть и, соответственно, какой она не должна быть. Да? То есть не должно быть в книгах там, дискриминации, да? Должна репрезентативность быть разных слоев населения. Например, если в реальном мире у нас есть и пожилые люди, и средний возраст, и молодежь, да, значит, они должны, люди с ограниченными возможностями, люди разных национальностей, то и книжка должна отражать мир, какой он есть вокруг, да. То есть мы не должны избегать каких-то проблем, избегать каких-то вопросов, которые есть в реальном мире. Но способ подачи должен быть, конечно, такой ориентированный на ребенка, да? Поэтому, конечно, это очень сложно. Мы этому вместе учимся с авторами, вместе учились. У нас работали международные эксперты и наши местные эксперты, да? Они проводили семинары для наших авторов, и еще не только для авторов, для иллюстраторов тоже, потому что у нас еще есть команда иллюстраторов, где-то 15 иллюстраторов, молодых в основном иллюстраторов, которые очень замечательно рисуют. Вот, например, вот тоже их иллюстрация, да, наш баннер. И вот вы видите на обложках, да, тоже у нас разные красивые иллюстрации, и внутри такие у нас разные стили, очень интересные какие-то иллюстрации, которые должны быть привлекательны и отражать содержание. Но этому же тоже нужно обучать, да. И поэтому мы обучаем, например, чтобы у нас были, если есть мальчики, значит, есть девочки, да. И не обязательно всегда, и не нужно всегда рисовать, что мама моет посуду, а папа смотрит телевизор, да. Иногда может быть и по-другому. То есть вот, чтобы мы не умножали стереотипы, да, через наши книжки, не несли эти стереотипы. Стереотипы, вот на библиотекаря, это в конце года выдают учебники, начало учебного года, в конце учебного года они забирают. Да. У нас тоже есть стереотип, вот и цель нашего блога, цель нашей работы, да, мы хотим, чтобы библиотекари это тоже педагоги. Вот, да. Мы сейчас работаем над тем, чтобы их статус был выше, хотя бы приравнялось к педагогу, потому что, как вы ранее сказали, надо советовать ребенку правильный учебник, книжечку, да? Литературу, да. Это тоже нужно знать, как подойти, как ему предоставить психологию ребенка. Да. Это тоже уровень это педагогом, да. Прежде всего он должен быть педагогом, да, понимающим, что и как. И вот вы правильно сказали, вот это им подсказки, да. То есть если, чтобы подобрать книгу, можно посмотреть и подсказать. Или это вы придумали, когда вы это разрабатывали? Есть международные, есть в разных странах есть такие подходы, да, уровневые книги, но в зависимости от языка в каждой стране будут меняться эти критерии для каждого уровня ребенка. Например, на кыргызском языке эти критерии уже отличаются, чем на русском языке. Например, на русском языке слова другие, да, а в кыргызском языке слова, например, длиннее сами по себе. У нас много длинных слов. И в зависимости от длины слов, от количества слов, от сложности слов уже будут меняться требования к этим книжкам. Поэтому это все учитывается. Мы делали специально много исследований. У нас есть инструмент, который называется калькулятор слов, который считает, сколько слов, какого они уровня. Уровень сложности книги определяет через калькулятор. Общедоступный калькулятор или это закрытая программа? Любой желающий это использовать. Знаете, предыдущая версия калькулятора, она разрабатывалась в предыдущем проекте, который назывался «Время читать», проект USAID «Время читать». И он был в открытом доступе на сайте министерства. В данный момент мы этот калькулятор усовершенствуем. То есть мы его привязываем, вот там, знаете, к большой уже статистике,
И благодаря этому он становится более научно обоснованным. И мы его обязательно обратно вернем в открытый доступ, чтобы любую книжку можно было через нее провести. Автоматизация анализа Сложности текста. Сложности текста. Это лингвистический анализ, сложность текста. Потому что, это только сложность самого Содержания. текста, да. Но у нас, кроме этого, есть еще, знаете, экспертизу проводим, например, на дизайн книги. Дизайн должен соответствовать. То есть тут есть и шрифт, требования к шрифтам, и к цветам, и к размещению иллюстраций. Там очень много вот таких требований. И плюс требования к содержанию, о котором мы говорили. Это и гендерные вопросы, это и инклюзивность, это и соответствие учебной программе. Потому что, например, если по учебной программе мы проходим землетрясение, например, во 2 классе, то мы стараемся привязать эту книжку как раз к программе, например, 2-3 класса, чтобы ребенок созрел до этой темы и вместе с программой, например, по предмету родиноведения, он вместе с этим мог получить дополнительный материал. То есть мы очень много аспектов рассматриваем, чтобы так сделать. Очень классно. И вот это приложение Балуап. Ага. Да. Еще вы про Балуап наш знаете. Библиотекарь все знает. Я тебе говорю, кітапханашылар барын билет. Мисалы, уже Балуап жөнүндө да айтып кетпейсиз, бул Санарипке да айтып да? Алкичне, да, Санарипке жақынырақ. Это к вопросу действительно цифровизации в школьном образовании. Да? То есть это приложение, которое можно использовать на телефоне. Это приложение, которое позволяет оценивать в том числе навыки чтения, но сейчас мы еще и навыки математические навыки детей. То есть учитель с помощью своего предложения, у нас есть специальный инструментарий, ребенок ему там читает или выполняет какие-то задания, он делает отметки у себя в приложении, и приложение выдает ему анализ. Этот ребенок читает там на таком-то уровне, с ним нужно работать вот таким-то образом. Используйте с ними вот такого-то уровня книжки, например, уровня 3-2, для того, чтобы развивать его навыки. Это рекомендательного характера, да? Рекомендательного характера, да. И по математике мы тоже так уже сделали такую технологию, да. Мы уже обучили даже учителей. У нас почти больше 10 тысяч, но я так думаю, что приближаемся к цифре 13,5 тысяч учителей математики, которые обучены, но они еще только-только начали изучать. Наша республика охватили, получается, есть? Почти, да. 75% школ в стране. Вот хороший вопрос, это хорошая статистика. Вот мне тоже многие обращались, но школу-то я знаю заранее, когда проект начинается, согласовывается с министерством и соответствующими органами, есть школы тоже, которые хотят. Я хочу попасть в Окул Керемет, я хочу получать книги, хоть с утра до вечера пускай обучает или задания дают, я буду выполнять. А есть еще те библиотекари, которые говорят: надоели мне эти своими тренингами, до вас была жизнь хороша, да? Да. То же самое, шутя, я тоже говорю многим, когда мы внедрили информационную технологию учета учебников, Джанкет это называется система, многие говорили, это трудно, не понимал. Но за короткое время, за 1,5 года, за 2 года мы это внедрили, уже работает, уже дают свои данные. И иногда думаем, может, до нас жизнь была не хороша, так с юмором относимся. А так новое всегда принимается с критикой, это нормально. Потом, когда они понимают, что это во благо для их работы, или в нашем случае это автоматизация, это упрощает их отчетности, учета. А ваша это методологию, вы даете методы. Не только как раньше, Мигель, на все, уходи. И мы хотели бы от вас услышать, например, ваше мнение, например, те, которые хотят попасть, они уже могут ли попасть или не попадут, а те, которые не хотят быть, что им делать, или как их мотивируют. Хороший, конечно, момент. Мы тоже так видим часто, что по-разному воспринимаются наши тренинги, по-разному воспринимается та деятельность, которую мы делаем, но цель у нас одна, просто разными способами, наверное, мы с вами двигаемся. Да? Наша цель, чтобы школа стала таким местом, в котором ребенок действительно учится и развивается. Да? Поэтому те учителя, те библиотекари, которые хотят чему-то научиться и развиваться, они, конечно, с нами, и мы только этому рады.
У нас как таковые тренинги для библиотекарей уже закончились. Они обучались вместе с учителями по некоторым модулям, и как работать с книгой там, и так далее. Но у нас есть разные виды мероприятий, о которых я сейчас расскажу, с которыми мы все равно их вовлекаем. Новые школы, к сожалению, мы уже взять не сможем. У нас 1682 школы на данный момент, было 1687, но 5 школ то закрылись, то объединились. Сейчас у нас статистика такая: 1682 школы по всей стране. Это много школ. И, конечно, да, больше мы уже сделать не можем. Тем более мы уже перевалили через половину проекта. Но у нас есть такие мероприятия на районном уровне, на городском уровне, когда на базе тех школ, которые обучились, для других школ проводятся какие-то мероприятия. Я бы призвала библиотекарей и учителей поучаствовать там. Если где-то в соседней школе, которая в ОКУ-Керемет работает, что-то проводится, какой-то зональный семинар, районный семинар, значит, нужно поехать и посмотреть, что там есть. Они могут, например, вот в районе там 30 школ, и 25 Керемет, опять не в Керемете, да? Да. И эти 5 могут прийти обучиться. Конечно, да. То есть специальные есть такие семинары, мы их называем зональными семинарами, на которые приглашаются соседние школы, независимо от того, они в ОКУ-Керемет или нет, для того, чтобы это был обмен опытом. Это очень хорошее решение получается, которое я не знал, действительно, которые тоже решают какую-то роль. Значит, вы не 75% охватываете, а может быть и 90%, потому что учет не ведете, школ нет. То есть мы только за то, чтобы это шло дальше, потому что любой проект переживает за устойчивость. Да? То есть мы хотим, чтобы проект, когда закончится, а он уже очень скоро закончится, после этого все, что наработано, осталось в школах не только в целевых, но и по всей стране. Поэтому, конечно, книжки этим школам новым мы уже дать не сможем, к сожалению. Да? Но вот наши ОКУ-Керемет школы, наши целевые школы, они получали один раз уже распечатанные школы, а сейчас работают в основном с электронными, получали печатные книжки, сейчас работают с электронными книжками. А доступ к этим электронным книжкам, он открытый. То есть мы работаем с библиотекой, которая называется Bloom Library, это международная библиотека, и в открытом доступе сейчас там 921 наша книжка. Понимаете, это такой ресурс мощный, который можно использовать, потому что дети и родители, они могут со своих телефонов эти книжки спокойно читать. Поэтому Creative Commons это не для коммерческого использования? Нет. В принципе, это свободное использование, и, в общем-то, эти книги могут даже типографии брать, печатать и могут. Да, могут, абсолютно. То есть никаких ограничений. Это, получается, вы дали возможность всем. Это не мои книги, авторские права, это общие все. Да, хотите печатайте. Хотите абсолютно. Правьте, но если они будут править, с кем-то должны же согласовывать. А там есть определенные процедуры, они несложные. То есть нужно сохранить имя автора оригинала. Если вы пишете, например, адаптировано, например, Хамзиной Сауле, но автор оригинала там тоже остается. Этого достаточно. Автор оригинальной версии. То есть у нас есть адаптированные книжки, где автором были, например, англоязычные авторы, а наши кыргызстанские авторы их адаптировали. Там есть имя и то, и другое. Да. Абсолютно. Да. Можно я еще вот немножко вернусь к вопросу, который вы поднимали про библиотекаря? Да? То есть вот мы говорим, да, это педагог, да, мы понимаем, как он может использовать свои новые возможности. Это, с одной стороны, педагогические, плюс цифровизация, да, то есть то, что вы предоставляете со своей стороны, да, это тоже доступ, в том числе и к нашим электронным книгам. Если есть компьютер, если будет интернет, можно открывать электронную библиотеку, распечатывать какие-то книжки даже у себя на принтере и говорить, вот, почитайте, эта книжка классная, да. Это один вариант. Но кроме этого, мы, знаете, мы библиотекарями работаем еще мы рассматриваем их как таких помощников в внеклассной деятельности, в неурочной деятельности. Потому что уроки уроками, но есть еще очень большой пласт в школе, и он очень важный. И сейчас все говорят, что это, мировые все исследования говорят, что это иногда даже важнее. Это именно внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, когда ребенок вовлекается в разные мероприятия, у него формируется
компетентности, например, коммуникативные, да, или проектную деятельность, да, или он вовлекается в какие-то кружки, у него развивается креативность, там какие-то творческое мышление. Это очень важно, и библиотекарь здесь очень может многое сделать. И мы разработали и уже давно к школам передали, и сейчас при поддержке Европейского Союза мы распечатали уже не только для своих школ, но и для всех школ будем передавать книжки, которые называются «Внеклассная деятельность для развития функциональной грамотности младших школьников». И это, в принципе, знаете, такая книжка, которую библиотекарь может взять, и здесь разработан сценарий. Методологии, которые можно проводить какие-либо мероприятия. Абсолютно. То есть захотел книжный клуб организовать с родителями, с семьями, вот у вас сценарий есть, да? Захотел провести чемпионат по чтению в школе, вот у вас другой сценарий. Захотели, здесь есть сценарий родительских собраний, как родителей, как их обучить чтению, как нужно читать с ребенком, какие вопросы нужно задавать. Готовый сценарий. Захотели провести летний лагерь чтения и счета с младшими детьми, а библиотекарь может это делать вместе с учителями. Летний лагерь чтения, на котором дети приходят и читают книжки, и рисуют, и выполняют творческие задания по прочитанному. Пожалуйста, здесь сценарий. Вот видите, такая толстая книжка на 2 языках, которую можно взять и как руководство к действию использовать нашим библиотекарям. Замечательно. Я об этом не слышал. Она вот, это из печки, можно сказать, еще. Еще только-только вышла эта книга, мы ее в скором времени, эта книга была распечатана при поддержке Министерства, по просьбе Министерства образования, при поддержке Европейской комиссии, потому что мы до этого ее разработали, но ее получили только наши школы. А теперь все школы ее смогут получить и использовать. Очень классно. То же самое скажу, мы параллельно часть мы в Джанкитепе на нашем платформе для библиотекарей разработали такой модуль, пока блок называется, рабочее название. И каждый библиотекарь годовой, у них же есть бумаги, которые годовые, что они должны делать, какие работы. И это делается в электронном формате. Ну, это вообще теперь, круто, да. С помощью этого блога мы можем уже видеть, в каком районе сколько мероприятий запланировано. Тип мероприятий, там это классный урок, там второй, там, допустим, это краудфандинг, там, третий, там, ярмарка книг, четвертый. Это планы именно по развитию библиотек. Это уже систему запустили, сейчас уже, наверное, процентов 30-40 заполнилось. И мы для чего это хотим? Для того, чтобы районный отдел или Министерство образования, или мы могли сказать, сколько мероприятий проведем. Да. Вот если вот эта информация, если мы все возьмем, и если электронно его тоже туда... И если включите это в планы, и это будет вообще классно будет. Еще такая со стороны Министерства образования делается работа положения библиотекаря. Оказывается, когда мы изучили эту область, к сожалению, положение библиотекаря было написано в 2006 году, и после этого ничего не изменялось. Не обновлялось, не адаптировалось под наши реалии. Вот эту тоже сторону мы сейчас ведем работу. В ближайшее время тоже положение библиотекаря, что должен делать библиотекарь, какие у него компетенции. Вот это все мы прописываем, потому что вы знаете, да, если у нас в госслужбе, да, если написано в бумаге, то мы должны выполнять. Функциональная обязанность какая-то новая. В отличие от государственного бизнеса, у бизнеса есть больше свободы, им разрешено то, что не запрещено, а у нас не разрешено то, что... Да. Вот в таком формате, вот это мы тоже работу ведем. Да, замечательно. Думаю, вот совместно тоже можем это как-то охватить. Здорово. То есть, если новые роли у библиотекаря появляются, и он знает, как их реализовать с помощью вот таких руководств, да, то и в планах это все должно отразиться. Да? То есть, он запланирует для себя уже какие-то мероприятия, которые, это не только как получать и раздавать книжки. Да? То есть, это замечательно. Знаете, еще хотела поблагодарить вас за вот такую инициативу. Да? Этот план, я слышала, что вы планируете сделать автоматизированную систему и внести туда не только учебный фонд, но и художественный фонд. Да, и это было бы вообще замечательно. Почему я объясню? Потому что как мы делали исследования, мы хотели понять вообще, какие книжки есть в Кыргызстане, да? В библиотеках какие книжки есть, какие книжки читают, какие не читают. И поняли, что у нас вот такого... Большого данных. Таких данных на самом деле нет. Мы не знаем. Мы знаем, что книжки старые. Да? Вот эти книжки мы еще не
передавали в наши школьные библиотеки, но планируем это сделать. То есть я думаю, что это до конца этого года, 2023 года, куда Бюрсаде Пайтань, да, но мы планируем во все наши целевые школы передать еще, ну, я даже не знаю, сколько будет это наименований, но даже больше, чем в прошлый раз мы давали. То есть это будут новые книжки, разработанные уже нашими местными авторами, о которых я говорила, и наши школы получат вот большие наборы через Министерство образования, конечно, вот таких вот разных замечательных книг для 1-4 классов. Поэтому очень надеемся, что вот, несмотря на то, что эти книжки как бы уже приходят к концу проекта, да, но тем не менее, что даже когда этот проект закончится, они их будут читать и сами библиотекари, и ученики, и учителя, и родители. Почему я так говорю? Потому что иногда у нас, знаете, бывают такие ситуации. В библиотеку приходишь, а біздің китептер жаңы ошо боюнча турат. Музейде. И это на самом деле грустно, потому что книжки должны быть книжками, их надо читать, чтобы дети их читали. Колдоныш керек да. А если так они стоят, они бесполезные. Поэтому я хочу вот призвать наших библиотекарей, пожалуйста. Назначение менен колдонгон. Да. Айтқанда естеп кеттим. Бизде да мурда 2 жылда компьютерлар жеткип бергенбиз. Айдөнүктөргөн тарабынан жардам берип, колдоп, биздин министрлик колдоп, ар бир китапканада компьютерлар алып бергенбиз. Анан кийин бир эки случай бар. Компьютерди алып туруп шкафка, темир шкафка катып койгондорчу. Эмнеге катып койдуңар десе, сынып калат дегендейчи. Вот, ошондой эле болуп калат атпайбы? Ошол үчүн, конечно, мы хотим, чтобы пусть они лучше будут помятые, ну немножко, конечно, детей тоже надо учить, как пользоваться книгой, но пусть видно будет, что их читают дети. Вот тогда мы будем радоваться. Жакшы, анан кийин бүгүн кечинде Facebook баракчада мени кесиптешим тегитет койду, укарып койду. Анан ал жерден карасак, Гүлзада деген айым ошо чыгарыптыр, айлык бир китапканачы эже жөнүндө үлгү болгон болчу эже экен. Азыр сүрөттөрүндө кадрга чыгарып коебуз. Ал жерде Гүлчакан деген эже экен, Барсанаева деген алыскы Аксы районунун Тегене деген айылында китапканачы болуп, ар бир үй ошо балдарды, кичинекей балдарды сууп, толук деталь жазып алыптыр. Бүгүн ошо эже менен да байланышабыз, конференция аркылуу, видео конференция менен. Андан кийин маалыматтарды толук алабыз да. Мен билген боюнча ошол эжеке ошо балдарды чогултуп, ошо балдарга окутуп эме аракет кылаттыр да. Андан кийин ошо эжелерге жаңы китептерден берсек кандай дейсиз? Отличная идея. Во-первых, бул эжекеге чоң рахмат деп айтайлы. Такая хорошая идея, хорошая инициатива, потому что у нас родители не всегда читают детям, да? А ошондой эжекелер болсо, помните, раньше у нас на скамейках, на улице, да, кто-нибудь взрослые читали книжку, а балдар вот так вот садились и слушали, да? Ошондой болсо жакшы го деп ойлойт атам. Бул эжекеге, конечно, давайте китептерден берип жиберели, э? Мектеп китапканачы тарып калат го. Комментарийга окуу керемет жөнүндө бир жакшы сөздөр жазган да. Сиздин бир пиар менеджерби бирөө отуруп тандап ошо бирөөгө эмки сюжетте вручать этип коелу. Кандай дейсиз? Эки белек. Хорошо, ладно. Умеете вы говорить, да? Эки белек болсо эки белек. Хорошо. Жакшы, ошо урматтуу китепканачылар, силерге жөн жүрбөй китепти тартып жүрдүм. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Менин атым Төлөгөн. Билим берүү министрлигинде иштейм, жаңы китеп деген мекемеде. Ошо анан кече күнү мени Facebook'тан тегитеп коюптур, көрсөтүп коюптур. Анан сиздин сүрөттөрүңүздү көрүп, ошо аябай суктанып кеттим. Анан кийин бүгүн окуу керемет деген эме бар болчу, бар да, долбоор ошо менен интервью алган болчу. Андан кийин ошо сизге ошолор менен ошо бир белек берип атабыз, китеп катары ошону Кудай буйрса жакын арада жиберебиз. Андан кийин адрестерди жазып койсоңуз эме байланышам. Андан кийин ошол сиздерге рахмат, ошону айтып коелук деп, рахмат деп. Анан бир эки сөз сурабай дедим эле. Сизди ошо башташ үчүн эмне кылдыңар, эмнеге ушинтип барып тандадыңар деген ошол кызыктуу суроо болуп атат да. Эми иштейм.
деген айылында өзүмдө чачкындуу айыл да. Биз тоолуу тиги тоолуу мындай алыска жерлерде жашайт. Ошого жашаганга эми мындай кыш кызын азыр бизде как раз район боюнча китеп курдун акциясы жүрүп аткан да, кышында дели ошондой акция жүрүп. Анан ошо акциянын немесинде алкагында ошо китеп курчун жазып алып, анан биз өзүбүздүн окумандардын үйүнө кыдырып жомоктоп окуп беребиз да, эми кичинекей балдар үйүнөн чыга албайт да. Ошо. Ошол китепканачылардын ошо алдыга жылсы китепканачылар биз барбыз, балдарды окуусуна жардам беребиз деген ниет менен иштеп жүрөбүз. Окуганды кызыксын деген максаттачы. Ошол менен аябай кубанычтамын сиз менен ошо номер тартап коюңуз эгерде жаңы китептерге мекеме менен балким бир идея болуп калабы же балким какой-то идея бир кылабайсыңар, иштеши мүмкүнбүз. Ошол сизге ошо патриотизм үчүн биз тараптан жана ошол керемет тарабынан силерге кичине болсо бийлик алып коелу. Жакын арада сиз менен байланышат атайын курьерлер. Ошол мен эң кичинекей окурманым 3 жашар Умар деген бала. Мен чыдамсыздык менен күтөт күндө. Эже качан келип мана окуп берет деп. Мен окурмандардын баардыгы кичинекей бөлөктөр да, көбүнчө жаш кичинекейлер. Ошол мындай окуу, китеп окуу деген мындай немеде жакшы ошондой тарбия немелер болуп атат да. Алар азыр эң китеп окуу деген эң жакшы неме да. Алардын билимин, алардын наң сезимин китеп менен ойготуш керек да, жаш балдардынчы. Туура, рахмат. Туура, сиздин оюңузга 100% кошулам. Андан тышкары ошо китепканада канча жылдан бери иштейсиз? Өз жөнүндө бир айтып берсеңиз. 7 жыл болуп китепканада иштегениме. 7 жыл. Китепкана мисалы акциянын негизги максаты бул үйгө барыш керек, анткени суукта, анткени суукта бара албайбыз. Китепканада тилекке каршы балким ысыткан эмес да жок болушу мүмкүн да. Отопление деп коет. Отоплениеси жок, бирок плита сайрат электрический. Бирок кичинекей балдар бара албайт да, ошо айылдан. Кичинекей балдар бара албайт да, чоңураак окуучу балдар 5-6 класстын окуучулары барат. Анан баягы кичинекейлер көбүнчө бара албайт да. Анан ошол үчүн кичинекейлерди үйлөргө кыдырып мен жомок окуп берем да ошол көбүнчө. Түшүнүктүү. Ошол убакыт бөлүп бергениңизге рахмат. Ошо бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Сау Аскаровна, абдан кызыктуу материалдарды алдык. Окуу керемет жөнүндө, жасап аткан жумуштар жөнүндө кызыктуу ой пикирлерди уктук. Андан тышкары жакын арада силер болсо бир атайын математиктерге бир доскабы темелер бериңер ошо район. Уже в соцсетях везде уже чыкты, уже официально Министерство образования, наш министр уже получил, да, от нашего проекта, от USAID получил эти материалы. Это математический сундучок, математика сандыкча деп. Такое у него название. Это набор разных математических моделей. Это наглядные модели, это наглядные графические модели и плюс объемные, да, какие-то такие модели. Ну, моделями мы что называем? Это могут быть и кубики, это и числовые лучи, это геоборды, да, это разные такие математические штучки, да, которые нужны для математики, для преподавания математики, для того, чтобы ребенку не так объяснять, да, А плюс Б, да, А умножить на Б абстрактно, а именно конкреттүү модельдер керек болуп атат кичинекей балдарга, чтобы они понимали математику. Поэтому вот мы предложили, составили такой комплект, разработали его, научно обосновали, почему именно он нужен. Он у нас идет в соответствии и с учебной программой, и с нашими тренинговыми модулями, которые мы сейчас вот учителей обучаем именно по математическим модулям. И учитель тем самым будет более доступно объяснять детям математику. И вот в этом наша задача, чтобы дети поняли, что математика, она нужна для жизни, что ее, оказывается, она у нас на каждом шагу встречается, и нужно научиться ею пользоваться. Подробный инструментарий, который поможет быстрее объяснить что-то или да. формула, или
Да. Процесс вычисления, да? Да, но именно для начальных классов. Кичинкей балдарга. Там, начиная от сложения, вычитания, умножения, то есть элементарные вещи, пространственные фигуры, да, какие-то кубики, развертки. Это все, что вот наглядно ребенок смотрит. Вот, к сожалению, я не подготовилась, не могу вам это показать, а в принципе это все очень достаточно просто. И главное, чтобы вот по этому образцу учитель это увидел и сказал: оказывается, вот так можно было объяснить. И в принципе может потом это использовать и размножать эти материалы, копировать. Могут и дети сами, там, например, счетные палочки, да, они везде есть. Но как ими пользоваться? Как показать с помощью счетных палочек, что есть разрядность? Что можно работать с десятками вот так, со сотнями вот таким образом, а с единицами таким образом. Это все часть методики обучения современной математики, да, современной методики. Мне кажется, это очень нужно и полезно. Поэтому математика, как вы правильно заметили, это наша вторая любовь в нашем проекте. Да? То есть первое – это чтение, развитие навыков чтения, а второе направление, очень большое направление – это развитие математических навыков. Без этих двух направлений никакого обучения, никакой базы у ребенка не сложится. Да. Перехода в средние классы, от среднего уже к старшему. Да. Да? Это основа основ. Азыркы учурда функционалдык сабаттуулук жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан негизги максат бул окуучуларда ошо окуу көндүмдөрүн калыптандыруу, андан тышкары ошо математикалык сабаттуулукту калыптандыруу. Анан ошого ишке ашырыш үчүн окуу керемет долбоору тарабынан, USAID долбоору тарабынан азыркы учурда математикалык сандыкчалар түзүлгөн. Ошо математикалык сандыкчалар максаттуу 1682 мектепке берилет. Андан тышкары мугалимдердин баары ошо методикалык колдонмолор менен камсыз болду. Ошо математикалык сандыкчаларды колдонуп, окуучуларга кантип көндүмдөрдү калыптандырыш керек. Бүгүнкү мына математика окутуучасы өтө биздин мектепке өзгөчө балдар үчүн абдан керектүү. Бул окутуучанын ичиндеги ар бир курамдар балдардын билимге сапаттуулугун жана алардын аябай кызыгуусун арттырат. Негизи бул мектепке керек. Өзгөчө даярдоо класстарына керек, жана башталгыч класстарга керек. And now we're starting with the math skills and the math teachers, and we hope to go as far with the math kits by the end of this summer, so they'll be ready for the next school year. У нас на каждой книжке сейчас есть QR-код. Если навести телефон на него, да, то можно пройти к электронной версии вот этой книжки в международной библиотеке. И мы вот всем библиотекам давали вот такой QR-код, распечатанный в большом формате, чтобы они повесили куда-нибудь у себя в библиотеке, чтобы любой желающий, сейчас телефоны у многих, да, мог зайти на электронную библиотеку Bloom, на которой, как я уже говорила, у нас 921 книжка, но будет вообще... Цель нашего проекта – сделать 1500 книжек. У нас будет 1500 наименований на 4 языках. На кыргызча, орусча, у нас есть еще узбекче и на таджикском языке. На 4 языках у нас книжки. Да? И из них какую-то часть мы распечатаем и передадим в школу еще и в печатном варианте. Поэтому читайте электронные книжки и читайте вот такие книжки проекта «Окуу Керемет». Классная реклама. Насчет QR-кода мы расскажем. Егер QR-код деген билбесеңер, азыркы эфирде силерге QR-код жөнүндө сөз болот. QR-код деген эмне? QR-код бул англис тилинде Quick Response Code деген сөздүн кыскартылган форматы. Кыргызчага отурулганда бул ылдам жооп берүүчү код дегенди түшүндүрөт. QR-коддун эң негизги максаты бул компьютербу, смартфонбу же бир устройство аркылуу маалыматты, значенияларды жана бир маалыматты бат таратуу жана бат берүү. Эң негизги максаты бул QR-коддун жасаган иши бул болсо адам өз колу менен маалыматты киргизбейт. Эгерде QR-код бул Wi-Fi'дын QR-коду болсо,
Wi-Fi'дин паролун жазбайт, ошол үчүн QR кодду скан түрүндө окуса, ал автоматтык түрдө ошол сыр сөз киргизип Wi-Fi'га кошулат. Андан башка QR код аркылуу контакттарды бөлүшсө болот. QR коддун негизги максаты бул 1992 жылы Японияда машина чыгарган заводдо иштелип чыгылып, атайын ошону ишке ашырган болчу да. 2 жыл иштетип жасагандан кийин 94-жылы ошо заводдогу ар бир запчастьтарга ошо QR коддор бириктирген, чаптаган. Ал негизги эмнеден? Анткени специалист бул код запчасть менен көрө алат. Бул кайсы модельдики, качан чыккан жана качан келген, кайсы партия менен келген дегенге жеңилдик берген үчүн ошол нерсени заводдор киргизген болчу. Андан тышкары ошондон кийин бул QR кодду стандартизацияга киргизип, стандарт ISO'га кирип, QR код азыр бүттүк жерде колдонобуз. Азыр болсо финансылык тараптан да QR код аркылуу акча бири-бирине которуу, же маалымат алмашуу, же контакттар менен бөлүшүү. QR коддун өзүнүн ролу аябай чоң. Эгерде QR кодду биз бизнес тарапка же болбосо окуу тарапка колдонсок, бул узун ссылкаларды, эгерде сайттын ссылкасы болсо, ошону кыскартып QR кодго бириктирип коет. Же болбосо визиткага QR кодду чаптап, ошо визитканы скан кылса телефон аркылуу, номери, электрондук почтасы, аты жөнү, иштеген жери, должности ошонун баары автоматтык түрдө телефонго жайгашып сакталып калат. Ошо QR коддун колдонгон жагы абдан көп. Бул логистика жактан колдонгону бар, андан тышкары соода жагынан колдонгон бар. Биз билгендей, QR коддун биринчи штрих-коддор бар. Бул азыр бүт эле товарда полосатый түрдө штрих-коддор колдонот. Штрих-код менен QR коддун айырмасы QR кодго көбүрөөк маалымат катат, жана ал жак болсо динамикалык түрдө жана маалыматтын сакталган түрү абдан чоң жана зор. Спасибо большое вам за выделенное время. Спасибо за то, что согласились. У вас очень сжатый график. И от всех библиотекарей хотим сказать вам спасибо за книжки, за то, что вы есть, за то, что за проект. Сегодня в гостях был Сауля Аскаровна, директор проекта USAID Округ Керемет. Пока-пока. Пока. Бирге окуу Керемет.